Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Национальный парк «Ленские столбы» – уникальное место, главные и самые узнаваемые достопримечательности Якутии, вошедшие в список природного наследия ЮНЕСКо. Парк находится в центральной части республики, расположен на правом берегу реки Лена, на территории Хангаласского, Алекминского и Алданского муниципальных образований и имеет проходящую по территории парка реку Ботома. Сегодня гость нашей студии Аркадий Семенов, директор Национального парка «Ленские столбы». Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какую деятельность национальный парк ведет в зимнее время года? Ну, в зимнее время года это самая, наверное, ответственная пора, когда животные нуждаются в помощи, поэтому основная задача, конечно же, это не только биотехнические мероприятия, но и, конечно же, охрана территории. Также мы ежегодно проводим зимний маршрутный учет животных. Ну и также еще одна задача, которую мы должны решать, это организация туристических услуг и открытие туристического сезона зимнего очередного. Скажите, а каковы рамки зимнего туристического сезона? Мы зимний туристический сезон открыли в этом году намного раньше, чем в предыдущие годы. Открыли мы его в декабре еще, зимний сезон в декабре прошлого года. Это связано с тем, что есть у нас ежегодно проходит не первый год фестиваль «Зима начинается в Якутии», да, и будет не очень неправильно, подумали, что если люди, которые приехали на этот фестиваль, гости не посетят наш парк. Поэтому с декабря мы организовали приезд гостей на территорию парка на снегоходах и так далее, подготовили лестницу. И вот с тех пор, с декабря, парк сейчас открыт. Официальное открытие планируем провести, когда немножко холода отпустят, 18-24 февраля. В эти рамки как бы официальное зимнее открытие там, с празднованиями и так далее мы запланировали в этом году. Ожидается ли повышение цен на билеты в этом году? Ну, небольшое повышение цен, да, у нас будет. Это в районах 50 рублей, наверное, максимум. Связано с тем, что у нас увеличился прожиточный минимум. Да, вот в этом плане, согласно постановлению правительства, у нас тарифы исходят из этого, поэтому там незначительно у нас поднялись. Аркадий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о зимнем маршруте о диких животных. Что это за процедура? Зимний маршрутный учет – это мониторинг всех видов животных, утвержденный определенной методикой, которые мы проводим по всей территории парка, по всем животным, которые и птицам, которые зимуют здесь, но те, кто не залегли в спячку. Следы можно увидеть абсолютно всех животных, которые обитают на центральной территории республики. И согласно этому мониторингу, зимнему маршрутному учету, мы определяем количество и копытных животных, и птиц, и других обитателей нашего парка. Кем организовывается этот мониторинг? Это обязанности наших государственных инспекторов. В рамках государственного здания мы эти мероприятия проводим ежегодно. И каждым годом мы стараемся это провести намного качественно, потому что территория наша огромная, это 1 217 000 гектар. Мы должны в этом году провести порядка 156 маршрутов, протяженность которых будет составлять более 1500 километров. Следы каких животных и птиц можно увидеть сейчас на территории национального парка? Ну, вот я уже повторяться, наверное, не буду. Ну, все животные, которые сегодня обитают на территории нацпарка, на территории центральной Якутии, те, которые, кроме бурого медведя, скажем, да, суслика, которые залегают в спячку, и кроме тех птиц, которые улетают на зимовку в теплые края. Ну, животные в такой период нуждаются в подкормке. Обязательно, и это, наверное, основная, вот еще раз скажу, это задача, которую наши инспекторы, выполняем. Мы все лето заготавливаем корма для животных. Это в рамках биотехнических мероприятий заготавливаем сено, винники, допустим, березовые, тальниковые, да, закупаем соль компенденскую для этого, овес. И, конечно, вот в самые жуткие морозы, а в этом году у нас протяженность таких сильных морозов уже более месяца, интенсивно, усиленно подкармливаем. Устанавливаем фотоловушки, и очень отличные кадры мы
выставляем и на сайте, и на телеграм-каналах нашего учреждения. У туристов национального парка есть ли право подкармливать животных? Ну, сегодня у нас, к сожалению, нету такой площадки. Есть на территории Бизонарии, который у нас есть в устье Ботома. И, конечно же, они и бизонов, и диких северных, и диких оленей могут подкармливать. Но я надеюсь, что в будущем мы это сделаем. Национальный парк Ленские столбы недавно объявил конкурс для школьников, главный приз которого – участие в авиамониторинге белых медведей в заповеднике Медвежьи острова. Давайте поговорим немножечко об этом. Да, мы объявили очередной конкурс. Это второй уже. Первый конкурс проходил в 2021 году. Он был республиканским конкурсом. В этом году мы набрали смелость объявить конкурс всероссийским. Он будет традиционно проходить в 3 этапах. Первый этап у нас стартует 27 февраля по 17 марта. Школьники должны будут написать научную статью. Это сохранение биоразнообразия Арктики. Да? Второй этап у нас пройдет с 3 по 14 апреля. Там научно-исследовательская работа тоже по арктической теме. Ну и третий этап это будет в мае месяце с 8 по 19 мая. Там ребята должны будут записать видеоматериал, да, по развитиям туризма и перспективам туризма в арктической территории. И по всем этим этапам конкурсная комиссия определит победителя, который, вот как и в прошлом году, как и предыдущие победители, смогут участвовать в нашем ежегодном осеннем авиамониторинге и увидят белого медведя в его естественной среде. Я думаю, этот конкурс этим и уникален, потому что у нас не все дети, к сожалению, могут увидеть диких животных в их естественной среде. Конечно. Скажите, а условия научно-исследовательской работы, научной статьи регламентированы реестром РИНС, может быть, или для школьников какие-то условия помягче? Ну, там по каждому этапу есть определенные требования. Все это в положении у нас прописано, и подведение итогов у нас планируется по 31 мая, по-моему, определим. А как сейчас вообще дела обстоят на Медвежьих островах? В Медвежьих островах сегодня, в принципе, все нормально. Люди готовятся, сотрудники, к ежегодному весеннему мониторингу, да. Это по определению количества родовых берлог, которые у нас ежегодно мы определяем по всей территории заповедника, в том числе и в архипелаге. Традиционно мы туда выйдем в конце, после 20-25 марта. Ну, все зависит от погоды, погодных условий. И, конечно же, надеемся, что мы найдем ту самку, которая в рамках мониторинга, авиамониторинга, который провели осенью, мы обездвижили, повесили на нее ошейник, взяли все необходимые анализы. И, кстати, она была предположительно беременная, а вот буквально в декабре, пришли в конце декабря, в конце года пришли анализы, подтвердили, что она в положении. Поэтому надеемся, мы ее найдем по ошейнику и уже можем точно сказать, сколько это она принесла медвежат. Это, наверное, будет один из уникальнейших случаев, который есть вообще происходил когда-либо. Аркадий Анатольевич, предлагаю вам поговорить о возможных нововведениях в будущих турсезонах, потому что известно, в 2022 году у Национального парка Ленские столбы появился аудиогид, озвученный артистом Нюргуном Бачигеном. Может быть, что-то в этом стиле будет еще и в этом году? Ну, сегодня мы готовим в этом году, да, будет презентация нового видеофильма. Это видеокамерой там на 360, по-моему, я уверен, что он будет таким хорошим фильмом, его снимала компания МТС. Также мы сегодня, буквально вот сегодня, мы провели небольшое совещание с сотрудниками авиакомпании «Полярная авиалиния», которые готовы сегодня осуществлять регулярные рейсы до Ленских столбов в зимний и летний период. Но по зимнему сезону, если мы сегодня сделаем небольшой аэродром, взлетно-посадочную полосу в черте, допустим, у подножия Ленских столбов, это, наверное, будет очень хорошо. И тогда компания сегодня объявила, что готова привозить туристов с таких населенных пунктов, как Маган, Нюрба, Кабяи, да, Вилюйск, Итыккёль, Хандыга, Батамай, Лёкма, Себян-Кёль, Вилюйск, Мирный и так далее. И это, наверное, будет одним таким
хорошим подспорьем для развития малой авиации, во-первых, да, и возможности людям максимально в короткие сроки посетить наш парк. И сегодня предварительно в день можно, это количество рейсов может достигать от 5 до 6. На Ан-26 количество туристов там 12-16 человек. Это намного эффективнее, намного больше. И самое главное, коллеги сказали, что эти рейсы могут быть субсидированы. Поэтому цена билетов не будет такая дорогая. И это, наверное, главное условие для того, чтобы практически этот проект продвигать. И я уверен, что мы в этом году все-таки совместно его реализуем. Будем надеяться, что все получится. Скажите, а началась ли сейчас подготовка к пожароопасному сезону? Самый такой больной вопрос, но подготовка к пожароопасному сезону у нас идет и начался еще с момента, когда мы закончили пожароопасный сезон в прошлом году. До конца года, в 2022 году, мы подали заявки на дополнительные средства Минприроды России, которая сегодня нам их одобрила. И я думаю, финансирование, которое нам пришло, нам хватит до первого этапа. Это для тушения, авиамониторинга и аренды воздушных судов Ми-8 МТВ для заброски наших групп, да, сотрудников и ПДПСников. Также мы докупили все необходимые материалы, оборудование до конца прошлого года. Сегодня подали заявку на приобретение беспилотных летательных аппаратов и квадрокоптеров с тепловизорами. Это очень эффективно себя зарекомендовало при тушении лесных пожаров различной сложности. И в период, когда очень плохо, видимость плохая, задымленность густая. Ну, отрабатываем также с муниципальными образованиями Хангаласского улуса. Парк граничит с 9 муниципальными образованиями. Надеюсь, что все, как и в предыдущие годы, все главы муниципальных образований подпишут с нами соглашение о предоставлении мобилизованных на случай чрезвычайной ситуации, допустим, да, и так далее. Ну и, конечно, заключаем предварительные договора, проекты договоров и формируем группу добровольных пожарных дружин, место сбора, точки сбора для экстренной переброски этих групп для тушения природных пожаров. Ну, пока вот такие мероприятия. Кстати, у нас план тушения пожаров на 2023 год уже утвержден и согласован. В этом плане работаем. Все необходимые мероприятия проведены и уверен, что пожароопасный сезон мы встретим во всеоружии. Мне остается с этим только согласиться. Я благодарю вас, Аркадий Анатольевич, за то, что стали гостем нашей студии. Позвольте пожелать вам в этом сезоне большого туристического потока в национальном парке Ленские столбы. Спасибо. А я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех авиаторов и республики, и страны с их профессиональным праздником. Пускай у них все будет все хорошо, пусть всегда будет чистое небо, и чтобы наши воздушные суда летали во все точки земного шара без каких-либо проблем. Спасибо. Вот. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.